Приветствую вас, дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 11 марта, на понедельник. Смотрим мы с вами на колоде пасьян все знаки зодиака. От Овнов до Рыбок в двух частях. Это первая часть. Овны. Одиннадцатое марта. Ссора. Метла. Змею нельзя. Интимная связь, кровать. Второе событие. Удача. Конвертик. Получение. Тайная встреча. Тайное свидание. Рыба, скользкое дело. Деньги. Мешок. Неприятно. Ага, тут два варианта. Смотрите, неприятность и замок. Но я первую неприятность увидела. Если вы увидели замок, тогда откроется тайна. У вас проиграется так. Здесь, значит, лебедь. Опять же, лебедь, либо домик. Можно домик было сделать. События в семье. Смотрим теперь здесь. Горизонтали, вертикали не вижу. Получается, ну, у вас, смотрите, 3, 5, 6, 7, 8, 9 событий. Так много. Показывает, что этот день может быть удачным для вас. У вас будет получение, интимная связь, гармоничные отношения в паре. Может быть небольшая ссора, либо уборка в этот день. Тайная встреча, свидание, финансовые вопросы будут решаться. И может быть неприятность, показывает, какая рыба, скользкое дело. Вас могут втянуть в какую-то схему, в какие-то неприятности, поэтому будьте осторожны. Могут попытаться обмануть через хитрость. Ну вот так. То есть не станьте, знаете, как рыбкой на... Не попадите в чьи-то сети. Благодарю за внимание, Овны. Я перехожу дальше к Тельцам. Смотрим Тельцы. Одиннадцатое марта, Тельцы. События дня. Ссора. Деньги. Бокал нельзя. Корона. Сложный выбор, весы. И успех. Так, а теперь смотрим горизонталь, вертикаль. Череп, болезнь. Могут быть расходы на здоровье. Здесь нет. Получается, может быть ссора небольшая в этот день.
Финансовые вопросы какие-то решаются у вас. Тема здоровья будет актуальна. Общение с влиятельным человеком, это как раз может быть врач, или это может быть сотрудник банка, если с деньгами. Сложный выбор и успех в работе, в делах. Такие события для вас. Благодарю за внимание. Тельцы, я перехожу к близнецам. Смотрим, близнецы. Одиннадцатое марта. Понедельник, события дня. Исполнение желания. Смотрите, первое событие, цветочек. Будильник. Сундук. Доход. Ссора. Метла. Дорога. Ножницы. Решение вопроса. Ну, здесь нет. Получается, исполнение желания. У вас будет решение вопроса, поездка, доход, прибыль и 2 предупреждения. Это правильно распределяйте время в этот день, чтобы нигде не опоздать. И может быть небольшая ссора. Может быть, как раз из-за времени будете ругаться. Так что вот так. Такие для вас предупреждения. Ну и у вас, зато видите, много хороших событий выпало. Благодарю за внимание, близнецы. Я перехожу к ракам. Смотрим раки. 11 марта. События дня для раков. Печаль, к сожалению, видите, выпал колодец. Глубокая печаль. Победа. Болезнь. Может быть, печаль будет связана со здоровьем. Что-то будет вас беспокоить. Неприятность. Верность. Слезы. Может быть, какая-то острая боль.
Так, бабочка, деловой разговор, деловое общение. И надежда, подсвечник. Ну, такой себе день, знаете, не самый приятный. Значит, из хорошего верность, гармоничные отношения, и из хорошего победа может быть в работе, в делах. Все остальное больше еще может быть деловой разговор. Вот может быть деловой разговор закончится для вас победой. Но много предупреждений показывает, что у вас может быть какая-то проблема со здоровьем в этот день. Может быть сильное разочарование. Опять же, сильное разочарование может повлиять на здоровье. Сильное разочарование прям вот до слез. Вы будете опечалены чем-то. Ну и надежды тоже есть. Подсвечник. Как бы, может быть, в этой ситуации не все потеряно, если есть надежда. Ну вот видите, есть плюсы, но есть и минусы. Благодарю за внимание, раки. Перехожу ко львам. Смотрим, лёшки. Львы, 11 марта. События дня. Колокольчик, пустые разговоры. Друзья с друзьями. У вас будет болтовня в понедельник. Друзья-подружки. Решение вопроса в ножницы. Будильник нельзя. Открытие тайн. С друзьями откроются какие-то секреты. Месяц. Успех. Тут, смотрите, был конфликт, но я его не увидела. Если вы первым увидели конфликт, тогда успех не получается. Но я увидела успех. И рыбку нельзя. Потому что важно, что именно вы видите первым, какое событие. И солнышко. Радость. Сейчас, секундочку. Так, извиняюсь, отвлеклась. Смотрим солнце, смотрим теперь здесь, что интимная связь еще есть. Домик нельзя, обе карты зафиксированы. Здесь нет. Получается, у вас будут пустые разговоры, болтовня, общение с друзьями, решение вопросов, успех, успешно, хорошее настроение, интимная связь, открытие тайн, секретов и события, которые повторяются каждый месяц. Возможно, вот это событие для вас пройдет очень успешно. Так что замечательный день, Лёшки. У вас все события выпали хорошие. Благодарю за внимание и переходим дальше к девам. Так, девы. 11 марта, понедельник. События дня, девы. Покажите мне события дня.
Казенный дом, книга, первое событие. Тайна. Замок. Домик, события в семье, в доме. Деловой разговор. Угу. И чемодан еще есть, разлука. Так, и теперь смотрим, значит, горизонталь, вертикаль. Слезы. Слезы. И здесь нет. У вас, получается, будет посещение госучреждения, могут открыться какие-то тайны, могут быть слезы, переживания, временная разлука, расставание с кем-то, деловой разговор и события, мероприятия в семье в этот день. Такая информация для вас. Благодарю за внимание, девы. Перехожу дальше к весам. Знаки от весов до рыбок у меня будут во второй части видео. Ссылочку я всегда оставляю внизу под видео в описании. Нажимайте, переходите, мы с вами уже увидимся во второй части.